қазақ елі жүйе бағдарламасы. Бүгін студиямыздың қонағы Шымкент қаласының тұрғыны, үлкен кәсіпкер десем де болады, Марина ханым келіп отыр. Марина ханым, қош келіпсіз жүйе бағдарламасына. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз, әрине өзіңізге ыңғайлы тілде жалған ақпарат беруге болмайды, тек қана шындықты айтасыз. Сыбайласып кеткен жүйеде көрген қорлықтарыңызды, қиындықтарыңызды ашық айта беруге рұқсат. Рахмет, Айгуль. Меня зовут Воробьева Марина. Я являюсь основателем компании «Главстройюг». Компания занималась поставками промышленного оборудования и электроинструментов. В городе мы продавали как физическим лицам, так и юридическим компаниям. Нашими покупателями и государственные объекты являлись. Вообще мы очень всегда хотели, чтобы в нашем дорогом, любимом Чимкенте все пользовались качественными товарами, хорошими брендами, и были новшества. Мы за качество. Для развития своей компании я пригласила своего друга детства Ахимбаева Нуржана, чтобы компания масштабировалась, чтобы можно было открыть несколько магазинов, торгово-сервисные центры, чтобы обслуживать 24/7. И номинально он со своей стороны учредителем поставил Бакир Мурата. С моей стороны был учредитель мама. Мы прекрасно стали работать в 2017 году, стали развиваться. Я привозила товары, компрессоры, генераторы в большие компании, ставили. Далее, в 2019 году мы хотели попробовать открыть мини-завод по производству компрессоров. Я взяла кредит в банке на компанию, выплачивала, открыли этот мини-завод, хотели работать, и даже выставляли продукцию свою, такие маленькие поршневые компрессора от фирмы Forward. Ну, все бы было хорошо. Но, как говорят, аппетит приходит во время еды. Начали Мурат с Нуржаном, захотели большего. И открыли на базе нашего завода свою компанию City Проект Сервис. Стали участвовать уже в фазе государственных закупок, и Мурат обратился с предложением сдать товаропроизводителям холдинга. Тендерге араласа. Да, тендер, да. Наша вот такая игра. Да, я. Вот. И, в общем, обратились, на что я говорю, а как же вы получите такие масштабные сертификаты? На что Мурат Бакир, номинальный учредитель, все это, Химбаев сказал, что у меня есть связи, я все приобрету. Казахстанда связь болмайды. Да, у нас везде там агашки, кокешки, все это, да. Я изначально была этому не очень рада. Почему? Потому что я любила бренды, электроинструменты, я люблю развитие, я садовую технику развиваю. Так как выяснилось, в дальнейшем Нуржан Ахимбаев ранее работал с Кайратом Сатыбалды, его компания называлась Жолбарыс. В ДГД были проблемы уже. Но каким-то образом там они разрешились. И компания закрылась, и он остался при удел. И изначально, когда позвала работать компанию, всегда хотела, чтобы компания у нас чисто работала. Мы занимались таким, не лезли в какие-то там масштабные эти. В дальнейшем, когда Мурат озвучил, что у него есть связи, он хочет на такой масштабный уровень, я стала замечать, что у меня стали уже отодвигать на задний план нашим заводом, который мы выплачивали кредит Главстройюг, стали пользоваться City Проект Сервис, то есть дочерние уже открыли свою компанию. И я стала замечать, что какие-то большие поставки с Китая. То есть это все эти с Китая поставки, они получили товарный сертификат товаропроизводителей и ставили на государственный холдинг Казатомпром. Яғни сіздің компанияңызға Қытайдан тауарларды алып келіп, тендерлерге сол сіздің компанияларыңыз арқылы беріп отыр ма сонда, түсінуім бойынша? Я.
мынау деген алаяқтық қой. Итак, это было в 2023 году. Компанию City Project Service признали недобросовестным поставщиком. И именно это случилось на поставке стратегического объекта Интергаз Азия. То есть их краны не приняли, газовых кранов, потому что они были китайского производства, а не немецкого. У них срок службы другой, все остальное другое. Яғни түсінуім бойынша стратегиялық қауіпті жерлерге Китайдың тауарларын салып отыр, Да. Но по факту там должны стоять качественные. И один из сотрудников Интергаз Азия не пошел у них на поводу, он отказался принимать. Дұрыс. Да, и в связи с чем он попал не в милость. Потом далее тоже что-то были у него проблемы какие-то. Это как я потом уже выяснила. Енді бізде дұрыс қой, Қазақстанда біреу шындықты айтса, сонымен күресіп кетеді ғой. Кім проблеманы көтереді, вот сонымен күреседі ғой. Тогда пришла им идея, так как уже нету большой, хорошей компании, а тендера большие надо же забирать, тогда они предлагают мне стать товаропроизводителем, якобы получить сертификат, и чтобы и Главстроюк получить сертификат. На что я им задала вопрос, каким образом я получу сертификат, если это не масштабное производство, кто мне дадут? Мурат тогда сказал, сделаю я сам, там у меня везде связи. Яғни Мадин Казахстан деп шығады дейді ғой. Да. И в этом у вас все будет. На что я промолчала, я даже вам могу показать все документы, которые я приложила. Очень много, по факту сейчас почти все лоты прописаны, очень большое хищение происходит. И именно на стратегических объектах Казахстана. Вот, кстати, январь месяц был, когда вышли планы в Самрук-Казне на закупок на год. И там должна была закупка быть среди ТПХ Кызылординской области. Почти на 10 миллиардов, вы можете проверить. И им, я так поняла, на трубы трубы для бурения понадобилась наша компания. На что они привезли даже станок с Китая, там какой-то, вы же понимаете, производство труб, это, чтобы производить такие трубы масштабные, это невозможно. Есть у нас один завод в Павлодаре, там более 200 рабочих мест, действительно, которые производят, обеспечивает стратегических объектов, он полностью в Павлодарской области. Действительно, производитель, да, который существует. Я не раз показывала им, задавала вопросом, как это будете, да? Ой, главное взять деньги, потом, если что, вернем или за границу выведем. Я говорю, как это возможно? А вы что? Қалай сонда тендерге қатысайық, ақшаны алайық, қандай тауар апарсақ та апарып бере берсек болады, миллиардтаған тауар. Болмаса, шетелге қашып кетеміз ме сонда? Мы уже, говорит, так делали. Даже я могу назвать, что как сделали с Мангыстау Мунайгаз, компания Омега Индустриал. Взяли деньги, около 150, что ли, или 200 миллионов. Омега Индустриал, это тоже их подотчетная фирма. Год не отдавали, покрутили, свои дела сделали и вернулись с небольшим штрафом и просто отдали. Антикор оянамыз, біздің елімізде стратегиялық объектілерге миллиардтаған қаражаттар бөлініп жатыр. Оны Қытай тауарларымен, біздің елден шығарып жатқан тауарлар деп ақшаны бөлдіріп, шетелге қашып кеткен компаниялар бар екен. Оны банкроттыққа жариялайтынша жаңа компаниялар әдеттегідей. Мына ақшаның қалай ұрланып жатқан, біздің салық қайда кетіп жатыр? Сіздер жай ғана біреудің 30 мың, 20 мың аударған Каспий Голдын тексергенше, осылай миллиардтаған қаражаттар тексерсеңіздер, және мынау аталған қалай? Жаңа Ақтаудағы компания Мангыстау Мұнайгаз. Мангыстау Мұнайгаз. Тексеріңіздер, барлығы факты бар деп тұр. Сіз заявление жаздыңыз ғой, да? Да, написала. Осыдан бастайықшы, қандай жерлерге арыз жаздыңыз? Очень много заявлений написала. Антикор, прокуратуру, ДВД, ДЭР написала. ДЭР вообще не реагирует. Налоговую ходила. Все, которые государственные органы есть в Казахстане, вы просто откроете. Я сегодня посчитала 56 заявлений полностью. 56 арыз жазылған. Вот это все отписки. Я с фактами, я не просто так хожу, пишу.
Я с фактами писала. Давайте я для примера вам расскажу об одной закупке. Казахстан Темиржолы. Вы можете посмотреть, это все в открытом доступе. Вообще, если человек немножко разбирается, просто у нас все это можно увидеть открыто. Объявляет на закупку, по-моему, 140 или 150 генераторов. Стоимость розничную этого генератора 5 киловатт на Каспи, можете везде посмотреть, 170 тысяч тенге. Ну, если кто знает, ориентирует в такой в технике. 170 тысяч тенге. Там объявляется закупка и отдается им за 1 700 000 одна штука. 170 мың теңге тұратын генераторды 1 миллион 700. 1 миллион 700. Не деген масқара мынау? Біздің қаражат қайда кетіп жатыр? Теміржол банкроттыққа ұшырап жатыр. Басқа да үлкен компаниялар банкроттыққа ұшырап жатыр деп. Әрине банкроттыққа ұшырайды, мынандай ақшаның бәрін далаға ұшырып жатса. Это все равно 170 тысяч и 1 700 000 одной штуки. Где разница? Это бюджетные средства. Я написала в антикоррупционную службу, дала сигнал, и эту закупку отменили. Но после этого вот на меня было, прострелили окно, мне было совершено покушение. Причем я написала заявление, ни один орган в Шымкенте вообще не реагирует. Сонда сізге қастандық, өміріңізге қастандық жасалып отырса да, іс қозғалмады ма? Жоқ. Неге? Вот они не видят состава преступления. Неге ДВД тексермей ме? Ол криминалистер келіп, қандай оқпен атқанын, о жерде оқты көріп, алып, ондай нәрсе жасалған жоқ. Камеры бар, все. Они сказали, как вы найдете, кто стрелял, приходите. Шымкенттің ДВД. Шымкент, ДВД, у меня есть заявление, все есть, я вот все принесла. Прокуратура тоже, не видим состава преступления. Я не раз обращалась к генералу города, господину Таеву, его заместители, на что я получала один и тот же ответ. Это гражданско-правовые отношения, идите туда. Полиция не видит состава преступления, и прокуратура тоже городская не видит ничего. Состава преступления. Яғни сіз өліп қалуыңыз керек еді. Я. Вот сол кезде ол преступление Да. болатын еді. Только когда, наверное, произойдет, тогда что-то они увидят. Біздің әділетті Қазақстанның әділетті прокурорлары. Самое смешное, что написав заявление в ДВД, в Аль-Фарабийский РУВД о том, что покушение было, стреляли, стекло прострелили, мне отвечают 5 апреля. Что не видят состава преступления. Как это? Ну, вот написали? Я тоже. Я написала 15-го, мне отвечают 5 числом. Они даже... Может, они знали об этом? Я вот не знаю. Получается, там очень много фактов и похищению товара. Проблема в том, что я знаю, где этот весь товар. Даже вот, когда они начали, просто я отказалась в феврале месяце Может, от полиция всего. отправила этих преступников? Может? Не знаю. Ну вот, судя по тому, что я отказалась в феврале месяце от вот этого нечестного всех дел и собрала общее собрание, потому что я иду на законных основаниях везде, собрала общее учредительное собрание учредителей и назначила аудит, где также все учредители подписали, в том числе и они. Сказала, ребята, я не согласна с этим. Давайте проведем аудит, так как у меня уже были подозрения. Он на кассе сидела, его Бекожа Динара, супруга Ахимбаева, делала тоже непонятные дела. У меня уже подозрения возникли, что происходит вокруг. Мне не нравилась эта игра. Марина, маған оралайықшы, сіз қалай компанияңыздан айырылып қалдыңыз? Компания Главстройюг. Я ее создала с нуля полностью. Они знали, что это мое детище, что я ее не отдам просто так преступным путем, чтобы ее тоже также уничтожили, обналичили деньги, вывели за рубеж, украли государство, подстали меня. Во-первых, у меня есть сотрудники. Сейчас 12 сотрудников остались без заработка. При этом они никому не выплатили. Даже пенсионные, по 10 лет сотрудники работали, даже не выплатили отпускные никому. И сотрудники писали трудовое. Трудовое тоже отвечает, они даже трудовое купили. Даже трудовое на их стороне. Вот поражаюсь я вообще, Чимкент, это для меня загадка.
А Еңбек КЗ тоже принимал? Инвек КЗ вообще что хочет, вообще он ответил, мы ничего не знаем. Нуржан и Мурат сказали, не надо. Я удивилась, как произносит Нуржан, Мурат сказали, ты слуга закона, ты выполнять должен, защищать сотрудников, которые работают. Но этого не было. У нас есть заявление, у нас есть по сей день не выплачено. Это когда я обратилась, вообще, когда я отказалась в феврале месяце от всего этого и назначила аудит, они поняли, что я компанию не отдам просто так, чтобы ее нехорошие дела вытворять с ней, преступные затеи, чтобы они сделали. И они начали меня угрожать. По-хорошему отдай. У нас все куплено. Мы здесь все можем. Запретили пускать меня на территорию, изолировали от бухгалтерии. За 2 дня вот взломали ЭЦП-ключ мой. Мои мамы, все взломали ключи. То есть юридические ключи они купили в ЦОНе. У меня вот есть доказательства. Я записала на телефон, какой сотрудник по поддельной доверенности, в какое время делает, в каком ЦОНе. И это предоставила в государственные органы. Обратился по доверенности. По доверенности, которую я не давала. У меня генеральный доверенность. Ахимбаев Нуржан Айткулович. Да. И какой сотрудник ЦОНа ломал 18-3? Мынау деген масқара ғой, мынау деген масқара. Сонда ЦОНның кез келген қызметкері сіздің ЭЦП кілтіңізді бұзып, кіріп, компанияны алып, өзінің атына жазып ала алады. Біздің елде болып жатқан масқара сұмдық. Сонда біздің жеке мағлұматтарымыз кез келген адамның қолында бола алады. Және ертең тіпті үйімізді де алып қоя алады, тіпті біздің атымыздан кредит алып жатқан алаяқтардың. Сонда біздің базаға оңай кіріп, оңай жаңағыдай барлығын жасай береді деген сөз ғой, мынау деген масқара. Мынау деген ұлттық қауіпсіздік комитеті жұмыс істеу керек қой мына масқарамен. Бұған қылмыстық шашты ма? Мынау деген қылмыс қой мынау. Біреудің ЭЦП кілтін бұзу арқылы кіріп, компаниясын алып басқа біреуге жазып қою, ол қылмыстық шашты ма? Жоқ, закрыто все. Компания не работает. Все. Они отписали, они загнали в долги компанию. Заявление жаздыңыз? Жаз, да. Не деп жауап берді маған? Ничего, ноль. Отписались, не видят состава преступления. Қалай? Я вот вам показываю. Вот смотрите. Одно доказательство. Прокурор города отвечает. Вот. Прокурор города отвечает мне, что я с 18.03 досрочно прекращены ваши полномочия. На что я ему в апреле показываю справку с ЕГОВа, что я являюсь первым руководителем. Ага. Но он говорит нет. А 18.03 был взлом. Получается, сотрудники прокуратуры вместе там, все вместе. Я показываю в ЕГОВе, что меня... Вот справка, а он мне отвечает, смотрите, ваши полномочия прекратились, поэтому вы не имеете права писать заявление к нам. В ходе проверки установлено, что протоколом неочередного собрания учредителей ТО 18.03.24 досрочно прекращены ваши полномочия директора ТО, и новым директором назначен Ахинбаев. Это с его слов он написал. Да. Ахинбаев, вот здесь же вот... Взлом ЭЦП был. Да. Потом я 3 месяца вот воевала, и меня вернули назад. Я доказала. А уголовное дело не открыто? Нет, никто. Даже стерли с ЦОНа, что было такое. Но у меня есть все заявления. А потом он мне пишет, он даже не хотел проверять. Он даже ЕГОВ не смотрит, когда меня восстановили, что в апреле он всего лишь был директором 2 дня. И у меня в апреле, когда восстанавливают, он пишет, эй, вы не директор, зачем вы приходите? Они даже не проверяют информацию, в ЕГОВ это доступно, и говорят, вы не имеете права писать, так как вы не являетесь директором. На что я ему говорю, а этот документ, что я являюсь, вот ЕГОВ, это вот, плюс вот, первая жалоба. Посмотрите, прокурору Муканову, прокурору Альфарбийского, Хандикалиеву, начальнику департамента Таеву. Это мои все 56 заявлений, которые... Что отвечают они? Опять они отвечают. Марина ханым, сіздің өміріңізге қастандық жасалады, сізді атып кетеді, одан қылмыстың құрағын көрмейді. Сіздің ЕГОВыңызды бұзып, сізді алады да компанияның басшысынан алып тастайды, одан қылмыс жоқ. Сонда
Қандай қылмыс олар үшін? Причем Қылмыс. самое главное, я сообщала об этом преступлении заранее. Что происходит рейдерский захват, что мне угрожают, что вот аудит. На что мне сказали, ничего они не видят, и рейдерский захват произошел. Что почему никто не реагировал? Почему никто не реагировал, чтобы... А я это все делаю, чтобы вот они не сделали... Я вот часть принесла, но все документы я вам могу предоставить. Президент әкімшілігі көріп отырсыздар ма? Біздің жергілікті Шымкент қаласының прокуроры Мұхановтың әрекетсіздігі, Таевтың әрекетсіздігі, жалпы жергілікті құзырлы органның әрекетсіздігінен мына өзінің өміріне қауіп төніп қастандық жасалса да, тіпті рейдерский захват дейді ғой, мына рейдерлік басып алу өзінің компаниясынан айырылып қалып жатса да, бізде осының барлығын жасаған адамдарға қылмыстық іс ашылмайды. Яғни заң үстемдігі, президентіміз айтып жатқан заң үстемдік ете алмай жатыр. Яғни заң жүрмейді Шымкентте біздің. Неге? После того, как происходит уже несколько месяцев и поступают угрозы, там до того вот такие намеки происходят, я вылетела в Астану, в антикоррупционную службу и обратилась к ним за помощью. Написала заявление, меня приняли, меня выслушали. 9 марта я уже отправила заявление на имя председателя о всех преступных действиях, что происходит хищение более 3 миллиардов. 3 миллиард? Да, примерно, это я вот, сейчас оно же... После того, как я съездила в Астану, написала заявление, мое заявление сразу приняли в Шымкентском департаменте антикор. Руководителем Даауреном Ергалиным. В срочном порядке была создана группа на основании моих предоставленных данных, фото поддельных товаров, накладных. Все они зарегистрировали и возбудили уголовное дело. Началось следствие. С меня даже взяли подписку о неразглашении. Я ждала правосудия. Но вот в тот момент вот начались у меня проблемы и угрозы стали поступать. Потом, когда они осознали, что их деянием занялся антикор, что я передала информацию, они создали срочный совет учредителей, чтобы меня скинуть полностью с директорства. И выкрали полностью один базу, 1С сервер. Похитили айтишника. Айтишник передал у меня сервер, был в Казахтелекоме, поэтому я спокойно сидела. Но они все это смогли решить, потому что они считают, что они могут все. Стали терроризировать сотрудников, вплоть до того, что я действующий генеральный директор, прям есть чат, есть переписки, где они меня унижали, фейковые новости отправляли, что я никто, являюсь никак. Мурат отправлял по всем поставщикам, писали в банк, что я такая-сякая, порочили мое честное имя. И сотрудников запугали, чтобы мне сотрудники магазина не открывали, чтобы меня не подпускали. Вот такой вот террор, да, вот возник. И происходило унижение. Я почти 20 лет работаю в этом бизнесе. И до сих пор, по сей день, я помогаю сотрудникам, они работают, мой маленький магазинчик на моем ИП, и я до сих пор по сей день выполняю все обязательства перед поставщиками. До сих пор по сей день. Но мне очень трудно. Результат бар ма антикорға жазғанның? Они завели, но я так понимаю, что после этого у антикора, как я поняла, нету таких полномочий. Ну, раз уже 6-й месяц, все готово, все показано, все рассказано, но никто ничего не может сделать. Қалай? Прокуратура гасит на корню. Жоқ, антикорда ондай құзырет бар ғой, оған президент біздің құзырет беріп қойған ғой антикорға осының бәрін тексеруге 6 айдан бері. Асхат Жұмағали, антикордың төрағасы, мына хищенияның бәрін көріп отырып, көмек бере алмаймыз деймін? Да, с меня даже подписку о неразглашении взяли по одному делу, но есть и другие дела, где я не давала. Но я смотрю, как нашей прокуратуре сказали, это же честный бизнес. Марина ханым, құзырлы органдар жұмыс істемей жатқан кезде сіз толыққанды осылай жариялай аласыз. Себебі антикор жұмыс істемейді, прокуратура жұмыс істемейді. Не істеу керексіз? Ашық айту керек осыны. Я поэтому к вам пришла, помогите, потому что мне поступают угрозы.
Антикор молодцы, да, они предложили мне защиту. Но сидеть в квартире, у меня больная мама, столько сотрудников, выполнять перед поставщиками я не могу. Егер сіз үйде отыра беретін болсаңыз, мыналар қылмысын жасап, жинақтап ақшаны жеп отыра береді, ал сізге үйден шықпаға. Всем было бы хорошо, если бы я сидела и не лезла. И 6 месяцев я сейчас одна борюсь. 2 адвоката. У меня нету огромных денег, которые там в государстве, они воруют и подкупают всех. Но я говорю открыто, даже я ходила на прием нашему акиму города, где сидел тот же самый прокурор, который говорил, что они честные бизнесмены. И который отказывал в деле, где есть все доказательства. Да, он все слышал, он 2 раза переспросил мою фамилию. Потому что сейчас даже у них здание, в котором они сидят, это захват земли, и никто с ними ничего сделать не может. 335 квадратов захватили, построили магазин, забрали у общежития все стоянки, забрали там свои парковки сделали, и люди, никто не может сказать. Потому что они... Вот так им можно все. Понимаете, как они говорят? Что у них куплено все в городе. Далее, проблема только в одном. Ведь они, по вот этих все заявления, антикор занимается, они на содеянном не останавливаются. Есть сейчас другие компании, ихние же, которые также уже на 2 миллиарда взяли уже у государства деньги. Это же тоже им принадлежит государству. Они одна закрывается, другую открывают. И дальше продолжают. Как это аффилированные? Аффилированные лица на брата, на жену, на дядю. Вот их всего лишь 5-6 человек там. Вот они все терроризируют и забирают деньги государства, наши деньги с вами. Марина ханым, мен түсінгенім, сонда біздің кез келген адам жалған компания, жалған фирма ашып, самұрықтан миллиардтарды жеу берсе болады екен. Яғни біздің мемлекет, біздің үкімет дәл осылай ақша жеуге барлық жолын жасап қойған. По моему заявлению, антикор обратился к Министерству финансов об проведении аудита в Самруке по закупкам. На что они получили ответ. Вот можете прочитать, что не имеет права. То есть создан государственный фонд, Самрук казна, который принадлежит государству, но которого никто не может проверять. Который может проверять только сам себя. Где государственные деньги, там нельзя проверять. В соответствии с пунктом 19 статьи 2 закона уполномоченный орган в сфере закупок, центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора. При этом уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту не является центральным исполнительным органом. Мынау деген, құрметті депутаттар, мына баппен жұмыс істесеңіздер, сонда самұрық қазынаны ешкім тексере алмайды деп тұр ғой мыналар. Дұрыс па? Түсінуім бойынша. Құрметті депутаттар, осы жаңа жылда жаңа жұмыс сіздерге тапсырма. Біздің самұрық қазынаны тексеретін жаңа заң қабылдаңыздар. Біздің қаражаттың бәрі, мемлекеттік қазынаның бәрі, мемлекеттік қазынада қаражаттың бәрі самұрық қазына арқылы кетіп жатыр. Оны мына ашық айтып отыр. 170 мыңның затын 1.700.000 сатып жатыр. Оның бәрі самұрық арқылы өтіп жатыр. Сол себепті самұрықты тексеретін заң керек бізге. Аудит міне қаржы министрлігі, біздегі Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі осындай жауап берді. Яғни біз самұрықты тексеретін құзыретіміз жоқ деп. Яғни не деген сөз ол? Бізге заң керек деген сөз. Да, и таких ответов у меня очень много. Они просто описываются, я поэтому вам принесла про все это. Потом в некоторых моментах не хватает данных, следствие говорит. В некоторых моментах проверку антикоррупционная служба обратилась, тоже вставляет палки по колесам. На что я задаюсь вопросом, все-таки справедливость восторжествует, наверное, в Казахстане. Наверное, Фемида меня не слушает, потому что мне уже прокурор города в лице Муканова Габита отказал департаменту антикора.
возбуждении дела, что нет состава преступления. Опять в Астану с просьбой, поскажите, посмотрите, опять пишу заявление. Вот 6-й месяц я пишу, ездию, сама воюю. Одна девушка среди вот всех недобросовестных, недобропорядочных мужчин. Поэтому есть накладная, где куплен товар в Китае, где он уже поставлен, где даже есть приход, все готово, но они являются товаропроизводителем. Как это? Потому что у товаропроизводителей есть 30% предоплата, есть с одного источника закуп. Даже вот я вижу, как даже сотрудники антикора столкнулись вот с предвзятостью со стороны прокуратуры, как они не дают им, да, вот, полномочия проверять коррупцию. Поэтому біздің жергілікті прокурор Ғабит Мұханов осындай жымқырылған қаражаттарды тексеруге рұқсат бермей отыр ғой, иә? Ғабит Мұханов мырза, неге олай істеп отырсыз? Даже наш сенатор Маулен Ашимбаев говорил, что нужно создать систему по государственным закупкам именно в сфере товаропроизводителей, которая будет убирать коррупционные риски в сфере тендеров и не даст возможности вот, обманывать. То есть оно будет все честно. Во-первых, это ведь и действительно производители же будут Казахстана. Действительно, они будут развиваться, кто-то будет действительно создавать. Это будут, а если будут производители, это что будет? Это будут рабочие места. Это будут люди работать. Это будет расширяться, развиваться Казахстан. Убрав эту коррупцию, действительно мы дадим место тем, а у нас сейчас многие люди, есть кто производители, им не дают. Из-за налогов, из-за чего-то. Закрывается производство, не могут работать. А такие вот, у которых ничего нету, работают. Яғни сырттан тауарды әкеліп, тек қана мемлекеттің қаржысын жеп жатқандарға, жаңа көке-жекеге чемоданды апарып, взятка ретінде беріп жатқандарға мүмкіндік беріп жатыр да, ал шынында да зауыт ашып жұмыс істеп жатқандарға мүмкіндік бермейді. А люди, которые хотят... жаңа Қазақстан. Ол жаңа Қазақстанда біздің жергілікті міне осындай Ғабит Мұханов сияқты прокурорлар жасап отыр. Енді қараңыздаршы, мына қылмыс, адамға қастандық жасалып жатыр, қылмыстық шашпайды. ЮГОВты бұзып, рейдерлік жолмен компаниясын алып қойып. Ол қылмыс, оны да қылмыстық ашпайды. Миллиардтаған тендерлер желініп жатыр. Қылмыс ашу керек десе, ашпайды қылмыстық іс. Ал бірақ майда шүйдеге келген кезде қылмыстық істі ашпақ түгілі артына түсіп алып тұр қудалайды. Міне біздің жаңа Қазақстанды жасап отқан біздің жаңа Қазақстанның жаңа прокурорлары. Айгуль, хочу отметить, премьер-министр Казахстана, уважаемый Олжас Бектенов, непосредственно давал указания тщательно проверять лжепроизводство. Я бүгін үкімет несінде сағатында айтты ғой осы. И указание было именно антикоррупционной службы. Но, видимо, нет у них настолько сильных полномочий. Пожалуйста, многоуважаемый Олжас Бектенов, дайте полномочия. Бізде қазір антикор деген Фердоуси мектебінің Каспий голдын тексеріп, іс ашып, қатты тексеріп жатыр ғой, білесіз ба, Түркістан облысында. Оларда құзырет көп қой. Қалай сіздерге келгенде, миллиардтаған қаржыларға келгенде құзыреті жоқ болып қалды. Бұны да тексеру керек деп ойлаймын. Марина, осылай жүріп шаршамадыңыз ба? Мына елде әділеттікке жету қиындап кеткен ғой, қараңызшы. Я очень устала. Я вам даже не могу. Вот я пришла уже, я очень долго думала на последнем дыхании, прям вот знаете, никогда в жизни я очень энергичный человек, я образованная, грамотная, юридически подкованная, я знаю, куда идти, как обращаться, знаю структуры все, как пойти, в правовом русле, конечно, только в правовом русле, да. Но простые люди, которые не знают как дальше будет, если вот так все встречаются коррупция, если наши государственные чиновники не хотят нам помогать, не хотят нас оберегать, не хотят нас защищать. Ведь если бы я заранее написала о рейдерском захвате, если бы это заранее отреагировали бы, не было никаких последствий бы. Компания бы не потеряла рабочие места, не загнали бы компанию в долги, в том числе меня, не давили бы на меня так сильно со всех сторон. Что сейчас я, чтобы не потерять свое честное имя,
я выполняю те обязательства, которые мне уже не под силу, а кто-то ворует миллионами, миллиардами и разъезжает, покупает весь город, делает. Далее я столкнулась с тем, что нет специалистов в этой области. Даже в тех же тендерах, кто не может понять закупку тех же технические характеристики, сколько стоит, провести анализ. Я реально говорю, я советовала, смотрели, вы мне задавали вопросы по технической части, потому что в разных городах я столкнулась с тем, что нет сотрудников, которые грамотно владеют ситуацией в данном аспекте. Поэтому коррупция и будет продолжаться, пока все знают, что все равно госорганы не смогут разобраться, мы будем продолжать это. Марина, сонда біздің президентіміз кәсіпкерлерді қорғаңдар, қолдаңдар деп жатса, а біздің органдар кәсіпкерлерді қорлап өлтіріп жатыр ғой сонда. Сіздің құқығыңызды ешкім қорғап жатқан жоқ қой кәсіпкер ретінде. Дұрыс па? Дұрыс. Я поэтому уже последнее, я не знаю, куда обращаться. 6 месяцев я борюсь. Куда я не приду, такие вещи говорят, до смешного. Прокурор отвечает, я стою, вы не генеральный, я показываю ему справку, вы никто. Это заявление государственного чиновника, который занимает пост, получает зарплату, получает пенсионный, мы платим налоги. Я не знаю, куда уже пойти. У меня уже нервы, честно. Я и получаю угрозы постоянно. Сейчас это уже последняя инстанция, чтобы меня услышали. Благодаря вам, чтобы меня донесли. Я готова. Пожалуйста. Я прошу вас, я хочу, чтобы была справедливость, восторжествовала. Не надо меня сейчас запугивают, пугают, что на меня и подделают дела, что повесят какой-то несуществующий товар, который сами же украли, сами же продают, я знаю кому, у меня есть документы на это, но сказали, ничего, мы докажем, у нас все куплено. Поэтому я ничего не удивляюсь, что произойдет, документация у меня вся есть, я предоставлю ее. Біздің Қазақстанда, Марина ханым, кез келген адамға, яғни прокурорлар осылай қылмыстық істі қолдан жасап аша салады. Ол таңғалатын нәрсе емес. Егер де сізді құрту керек па, сізде мына жақтан үлкен ақша көріп тұрса, сізді қылмыскер қыла салу бізде өте оңай Шымкентте. Талай қыз осылай қамалып кетіп жатыр. Міне жоғарғы жақтағы президент әкімшілігі осыған назар аудару керек. Яғни халықтың арасында саботаж жасап жатыр құзырлы органдар. Президентке қарай қастандық жасалынып жатыр. Шымкентте прокурорлардың әрекетсіздігінен халық осылай шырылдап жүр. Жоғары жақ назарға алыңыздар. Халық бекерден бекер шырылдап жатқан жоқ. Марина ханым, сіздің өміріңізге кімдерден қауіп төніп тұр? Мысалы, сіз кімнен қорқасыз? Кімдер сізге қастандық жасауы мүмкін? Фамилияларын атап кетсеңіз болады біздің бағдарламадан алдағы уақытта сізге қастандық жасап. Ахимбаев Нуржан, Мурат Бакир, непосредственно, кто в этой преступной группировке, Бек Кожа Динара, которая занимается, его жена, всеми финансовыми махинациями тоже. Я открыто это говорю, потому что есть факты, есть документы, есть заявления, и сейчас мне поступают угрозы. Неоднократно предупреждали, говорили, поэтому я заявляю это открыто, чтобы мы не в 90-е живем, мы живем в справедливом Казахстане, где я борюсь за честность, за справедливость. Ничего такого я не делала плохого. Единственное, что я сделала, это я отказалась участвовать в каких-то преступных схемах. Я стала неугодна никому. Из-за этого всего у меня сейчас происходят такие проблемы. Яғни мемлекеттің ақшасын жымқыруға қарсы болғаныңыз үшін қазір сіз қудаланып жатырсыз, сізге қастандық жасалып жатыр, тіпті өміріңізге қауіп төніп тұр. Сол себепті құзырлы органдар назар аударыңыздар. Бізде әділетті Қазақстан үшін күресу өзіңді отқа тастағанмен бірдей болып тұр.
Марина, президенттің алдына барсаңыз да, дәл осы қағаздармен не айтар едіңіз? Да, я хочу воспользоваться вашим подкастом, потому что я вижу, как вы переживаете за народ. Я смотрю ваши подкасты, я вижу результат. Хочу обратиться к нашему многоуважаемому президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевичу. Я борюсь за справедливость, я борюсь за Казахстан, за похищенные деньги государства. Но Фемида меня не слышит. Мой президент, услышьте меня, пожалуйста, и разберитесь с коррупцией. Әділетті Қазақстанды бірге құрамыз, Марина ханым. Мынау сіздегі ақпараттардың барлығы, мынаның барлығы құжат қой. Это еще не все, там еще 4 тома. Я просто не стала здесь приносить, но очень много всего есть факты. Мы хотим справедливый Казахстан. Хотя бы если мы хоть что-нибудь чуть-чуть сделаем, еліңізді сақтап қаламыз. Иә. Марина ханым, сізге көп рахмет. Жүйедегі жемқорлармен осылай ашық қорықпай күресіп жатқаныңызға. Миллиардтаған қаржылар ол аз ақша емес. Олардың артында көптеген үлкен адамдар тұрғаны белгілі әрине. Бірақ қорықпаңыз. Президентіміз айтып жатыр, мемлекетімізді сақтап қалғымыз келсе, әрбір адам өзінен бастау керек. Әрбір адам адал болу керек деп. Сол адалдық сіздің бойыңызда табылып тұр. Мемлекеттің әрбір тиынына күресе білу керек. Біз елімізді сақтап қалғымыз келсе, мемлекетіміздің әрбір тиынына күресіп, осылай жемқорлықпен ашық күресу керек деп ойлаймын. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Бүгінгі түсірілімнен кейін қазақтың ұлттық ойынына тағы бір ойынды қосып қойсақ болады. Ол ойынның аты тендер. Күрмеуі шешілмеген мәселелеріңіз болса, біздің жүйе бағдарламамызға ашық стилде талқылауға шақырамыз.